23 февраля Станиславу Лакоба исполнилось бы 73 года. Историк, политик, поэт, человек, чье имя связано с ключевыми событиями новейшей истории Абхазии. Он был одним из авторов Лыхненского обращения 1989 года, депутат парламента первого созыва, который называют «золотым», участник международных переговоров, дважды занимал пост секретаря Совета Безопасности, автор фундаментальных работ по истории Абхазии, в том числе изданных за рубежом. Ректор АГУ Олег Огварамя сообщил, что в университете учредят стипендию имени Станислава Лакоба и откроют именную аудиторию. А Станислав Лакоб был очень талантливый человек во всем. Когда его не стало, очень тяжело стало многим людям в Абхазии. Он был необычайно отзывчивый человек, но со своим «я» никогда не боялся никаких ситуаций. Выступающие отмечали, Лакоба не только писал историю, но и в известной степени формировал ее. В конце 80-х и начале 90-х историческая наука стала частью политического процесса, а его концепции легли в основу современных подходов к изучению новой и новейшей истории Абхазии. Ученые – те же бойцы, что и солдаты, защищающие Родину с оружием в руках. Во всяком случае, так должно быть. В науке порой бывает даже сложнее, потому что нужно хорошо знать предмет и уметь аргументировать так, чтобы даже враги тебя воспринимали. Это нелегко, и такой дар есть не у всех. Он был у Станислава Лакоба. Роль абхазских историков в это сложное время трудно переоценить, ведь борьба за самоопределение на политическом фронте не могла обойтись без обращения к прошлому. Ключевая же роль в этом непрерывном диалоге с прошлым всегда принадлежит историку. Одним из таких историков был Станислав Лакоба, который стал автором современной концепции новой и новейшей истории Абхазии. Коллеги вспоминали и о его работе в парламенте. В сложный период становления государственности Станислав Лакоба участвовал в подготовке ключевых решений. По словам соратников, Владислав Ардзенба внимательно прислушивался к его позиции и нередко советовался с ним перед принятием важных решений. Это были друзья, очень большие друзья. И Владислав Григорьевич мне часто говорил о том, что, слава Богу, что вот есть Станислав, я могу у него спросить. Он это, говорил часто и это делал, не посоветовавшись, не выслушав мнение Станислава Зосимовича и многих других, он никогда не принимал никакого решения. Отдельно говорили и о его литературном таланте. В поэзии Лакоба сочетались японская лаконичность и традиции русских футуристов. Он вырос в городской среде и не владел абхазским языком, однако его слово стало частью абхазской культурной традиции. Он очень любил японские хоку, хайку, вот эти, поэтому он там и работал в институте славяноведения, гиха. Когда он пишет, он так глубоко раскрывает духовный мир японский, и как он находит связь тонкую. Многие из нас думают, что сегодня особенно это актуально звучит. Если человек не знает абхазского языка, он не абхаз. Это поверхностное суждение. Вот Станислав нам оставил великое слово, и потому он бессмертный. Пока есть абхазская речь, пока есть абхазский мир. Станислав Лакоба трагически погиб 20 сентября 2025 года. Его научные труды и политическое наследие продолжают изучать. В университете уверены, его имя останется частью академической истории Абхазии. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы.